Всем привет! В этом выпуске собраны студенческие страшные истории разных лет. В Якутске, как в старых английских замках, каждое общежитие обрастает легендами и своими привидениями. Здесь собраны воспоминания и рассказы студентов, где они либо сами сталкивались с паранормальной активностью, либо передают известные студенческие байки. Просьба отнестись к этому как к учебному фольклору и не воспринимать слишком серьезно. Устраивайтесь поудобнее и слушайте. Кстати, я не проверяю свои истории на фейк, более того, я отношусь к ним как к фольклору. Но что касается других аспектов жизни, то тут нужно уметь различать правду от вымысла. Рекомендую подписаться на канал Лапша Медиа, ссылка будет здесь в углу, а также в описании к видео. Канал Лапша Медиа совместно с Александром Пушным подготовили курс из 15 содержательных лекций, в которых рассказывают, как самостоятельно отличать фейк от правды. В роликах поднимаются такие темы, как дипфейк, манипуляция сознанием, поддельные документы, материалы с аудиовизуальными эффектами. В общем, переходите, будет познавательно, ведь это пока не входит ни в одну образовательную программу. И зря. Ну а теперь мы переходим уже, собственно, к самим историям. История первая. Присутствие. В одном коммерческом вузе Якутска в 2011 году произошел такой случай. Преподавательница работала, и семейные дрязги довели ее до суицида. Она заперлась в туалете для преподавателей и канцелярским ножом перерезала вены. Когда дверь вскрыли, у нее этот ножик торчал в районе локтевого сгиба. Дело замяли, потому что как раз перед аккредитацией было. Но душа ее не успокоилась, и из университета она не ушла. У нее привычка была очень рано приходить на работу. Лекции были с 9:00, а она приходила в 8:30 и читала что-нибудь перед парой, чтобы было что студентам рассказать дополнительно. Девчонки рассказывали, что ее иногда видят в это время в 302 кабинете, где она обычно вела свои пары. История следующая, колыбельная. Говорят, что в КГФ, сейчас это здание IT-парка, по ночам мертвая девушка колыбельные поет. Дело было примерно в 2005 году, когда еще окна на ручках были на всех этажах, а на 12 этаже в лекционке эконометрию читал профессор. Когда душно было, окна приоткрывали, а потом в КГФ все окна были закрыты и их было не открыть. Ручки все были спрятаны, а спрятали их из-за того, что произошел один ужасный случай. Забеременела одна девушка, а парень от нее отказался. Дескать, не мой это ребенок, мало ли с кем ты спишь, сама разбирайся. И посмеялся над ней, мол, ищи другого себе папу. А куда девушке идти? Родители в деревне, в общежитии с младенцем, как жить? Денег нет. Отчаяние ее так одолело, что пошла она на 12 этаж, открыла окно и выпрыгнула из него. На большом сроке была, вот-вот рожать. Говорят, что она ночами теперь ходит по 12 этажу. Охрана иногда колыбельные слышит сверху, и слышно, как женщина с ребенком ласково разговаривает. И один охранник утверждал, что если слишком настойчиво спрашивать, кто там ходит, тогда видно, что этаж пустой, и она отзывается и говорит: «Папа пришел». История под названием «Голод». Историю это рассказывал один студент. Произошло это, когда я учился на первом курсе института. Было лето, сессия закончилась, студенты разъехались по домам, а я решил остаться там на недельку. И вот однажды ночью я проснулся из-за каких-то странных звуков в комнате. Уличные фонари чуть освещали комнату, и я увидел женщину в каких-то лохмотьях, которая стояла и грызла распахнутую дверь шкафа. Могу поклясться, что шкаф был закрыт, когда я ложился. Я оцепенел от ужаса, все тело покрылось холодным потом. Я осторожно прикрылся одеялом до носа и смотрел на нее, а она не переставала грызть, и от этого звука волосы вставали дыбом. Продолжалось это, наверное, минут 5. Потом она резко повернулась ко мне и, увидев, что я на нее смотрю, мгновенно исчезла. О том, что в этом общежитии происходят странные вещи, мне говорили не раз и до, и после этого. Там много раз видели силуэты, ночью в комнатах слышали шепот, но мы, студенты, жили и все равно терпели, ведь куда мы денемся? История под названием «Призрак в 18 корпусе». Комната 602, кажется. Что-то было. Ночью призрак прыгал на кровати. Говорили, что он даже днем появлялся. Что-то черное, похожее на ребенка. Там девушки жили. Всегда с красными глазами ходили, потому что не высыпались. Вроде бы очистили комнату. История под названием «Шкаф». Рассказывает одна студентка. Когда я была студенткой, жили мы с девчонками в комнате впятером. Первокурсницы.
Началось это в декабре. Сплю я, проснулась от того, что кто-то по спине гладит. Соскочила, закричала. Девчонки тоже повскакивали, свет включили, нет никого. Через пару ночей опять все повторилось. Только гладили уже не по спине, а по бедру. Глаза открываю, а в комнате не так уж темно, и с улицы от фонарей светло. Вижу силуэт, высокий, до самого потолка черный. Опять всех разбудила, до утра не спали. Страшно было, болтали о том и сём. И так пару месяцев, и уже не только со мной, но и с соседками было. Вот такой вот призрак-извращенец. Потом мы заметили, что он появляется тогда, когда мы плотно не закрывали шкаф с продуктами. Сперва боялись, потом как-то привыкли. В шутку нашего соседа называли шкаф. Роста-то он не маленького и живет в шкафу. История ЕГСХ. Сейчас о ГАТУ. Рассказывает студент. У меня тоже был подобный случай. После поселения в общежитии нам рассказывали всякие байки, что нечто приходит ночью и дергает за ручки двери и царапает дверь, смотрит замок. Нас было трое. Я, мой однокурсник и первокурсник. Кровать первокурсника находилась перед входной дверью. Он и рассказал нам про все. Итак, в первую же ночь мне что-то приснилось, или это было наяву, я так и не понял. Все легли спать, ночь, темнота. Вдруг я просыпаюсь от чувства, что кто-то или что-то ходит по комнате и прямо перед моей кроватью. Я не видел, но чувствовал, что оно маленькое, лохматое. Меня охватил страх. Двое моих соседей спали. Я не мог ни крикнуть, ни пошевелиться. И вдруг я то ли проснулся, то ли оно ушло, и я пришел в себя. Убедившись, что все в порядке, я уснул. На следующий день я покормил духов комнаты, и больше ничего такого не случалось. Вот такие дела. А это было в общежитии ЕГСХ на 4-м этаже. Неспокойные. Говорят, что в 17-м корпусе зимой 2004-2005 года повесился парень. Потом его дух регулярно видели в этом отсеке и коридоре. Также в июне 2002 из 20-го корпуса с 8-го этажа выбросилась девушка. И там на асфальте постоянно появляются следы крови. Вообще, в 17-м корпусе ночью жутко. Постоянно слышатся стоны, шаги, приглушенные крики. По легенде, в начале 90-х там еще закололи ножом парня, и некоторые видели его лежащим с ножом в боку на полу возле 3-го подъезда. Общага колледжа культуры и искусства. В этом общежитии есть своя жуткая байка. Говорят, что в 300 какой-то комнате там парня друзья убили по пьяни и в шкаф засунули. В этой комнате остался дух парня и мучил там всех. Но на самом деле там спокойно. Мои однокурсники туда заселились и ничего не происходило. Рассказывают историю, что в общаге номер 16 по ночам в туалете появляется призрак девушки, повесившейся. Она сидела на унитазе со спущенными вниз волосами, как в японских ужастиках. 14-й корпус Сергелях. Рассказывает одна из очевидец. Утром девочки пошли на пару. Я осталась одна, лень было. Кровати двухъярусные, я лежала на нижней, закрывалась покрывалом как шторка, и вдруг за шторкой что-то тянет мою ногу. Я испугалась, и это продолжалось довольно долго. Потом девочки вернулись, потому что лекцию отменили. Было это только один раз, но после этого случая я не прогуливала больше. Спасибо тому барабашке. Общежитие ЕТЭК ПК. На 9-м этаже кто-то ходит и скрипит дверью, передвигает мебель, и это происходит каждую ночь. Очень страшно. В общаге Коптеха, что напротив кинотеатра Лена, на 8-м или на 9-м этаже в какой-то комнате, точно не помню, есть призрак девушки. В эту комнату еще подселяют только первачей, ибо они еще не знают жути про эту комнату, но говорят, парни привыкают к ней. Но все же большинство оттуда съезжает. Мой брат оттуда съехал по совету своей матери, ибо такие духи могут сделать пацана своим женихом и забрать его. Сергелях. Этот случай произошел в начале 21 века. Прошли смутные 90-е годы. В студенческом квартале Сергелях студенты жили весело. Вечерами играли на гитаре, пели песни и так далее. Героиня моего рассказа после окончания школы с отличием приехала поступать в ЯГУ, Якутский государственный университет, кстати, он тогда так назывался, сейчас из УФУ. Нина, так звали ее, приехала одна, без родственников с дальнего северного района. Девушка не растерялась в городе, после беготни и расспросов выбила себе место в общежитии номер 14 на время абитура и почувствовала себя почти студенткой. Нина успешно сдала экзамены и стала студенткой. В комнате с нею живут две девушки. Перед сном каждый вечер девушки умываются, расчесываются и ложатся спать. Однажды после обеда Нина с Шурой остались в комнате вдвоем. Туяра в этот день поехала к родственникам, куда приехали ее родители. Вдруг Шура за чаем спрашивает Нину: «Слушай, а ты не замечала последнее время? Мы по утрам встаем растрепанные, а у Туяры волос к волосу, как будто и не ложилась.
Очень странно. Нина отвечает, может она встает пораньше, расчесывается и потом обратно ложится. Шура на это, ну не знаю, вставать рано, чтобы нас удивлять? Нет, не может быть. После сомнений и раздумий девушки решили ночью не спать и проследить. Когда вернулись в общежитие, Туяра уже там была. Девушка уже приготовила ужин и ждала их. Вечером они приготовились ко сну. Перед тем, как лечь, Нина и Шура незаметно подмигнули друг другу. Свет выключили и легли. Девушки уже стали понемножку дремать, когда услышали шарканье то ли тапочек, то ли унтов в коридоре. Шаги приближались к их двери. Шура с Ниной в недоумении переглядываются между собой. Комнату освещает неяркий свет уличных фонарей. Вдруг запертая изнутри дверь медленно открывается и заходит маленького роста с седыми лохматыми волосами старик с длинными ногтями в старых торбасах. Девушки с перепугу замерли в кроватях, не смея даже дышать. Между тем старик подошел прямо к кровати Туяры, скакивает на изголовье кровати и начинает расчесывать волосы длинными ногтями. Девушки в ужасе не могут пошевелить даже пальцами, даже вспотели. А Туяра во сне начинает как бы бредить, стонать, ее, видимо, мучают кошмары. Нина с Туярой так в страхе и уснули. На утро вместе с будильником все три девушки одновременно проснулись. У Туяры, как всегда, волосы в порядке. Нина с Шурой друг на друга не смеют взглянуть, разговор не клеится. Туяра с удивлением спрашивает их, что с вами происходит. Девушки вяло отнекиваются. Месяц проходит за месяцем, а старик так и приходит каждую ночь. Девушки так и не смогли сказать Туяре об этом. Наступило лето. Девушки, сдав экзамены, радостно разъехались домой по районам. Опять наступила учебная пора. Нина с Шурой переселились из этой комнаты в другую, на другой этаж. А Туяра все не приезжает. Через месяц девушки, не дождавшись Туяры, спрашивают куратора, в чем дело. Куратор с печалью в голосе сообщает им, что Туяра больше не сможет с ними учиться. Она заболела сразу по приезду домой. Сумасшествие. Бедные родители куда только не ездили, чтобы вылечить дочь, но ничего не помогло. Девушки стали реветь, обвиняя себя в болезни подруги, и в конце концов рассказали куратору о том, что видели. На что куратор ответил, что уже поздно, теперь уже ничего нельзя изменить. Закрытая комната. Есть еще в одном из общежитий города комната, которая никогда не используется по назначению. Она всегда закрыта, ее используют исключительно как кладовку. Никто не может там задержаться. На вид это обычная комната. Сейчас в ней держат матрасы и прочие вещи. Ну что же, надеюсь, вам было интересно. С вами был Дмитрий Михайлов. До встречи в следующих выпусках. Не забываем подписываться на телеграм-канал. Там вы будете узнавать гораздо больше о новых историях, о новых байках, о новом и старом фольклоре Якутии. Всем до свидания, до скорых встреч.